Городская клиническая больница номер 21, Центр повышения квалификации, региональный сосудистый центр. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров с рабочей поездкой в этих медицинских учреждениях. Первый объект – городская клиническая больница номер 21. Здесь в сутки поступает до 300 пациентов, организованное отделение на 1300 коек, работают по 2 терапевтических и хирургических отделения. Здесь также планируется строительство вертолетной площадки и центра неотложной и экстренной медицинской помощи. Здравствуйте. 21-й больница. Региональный сосудистый центр. Это, да? Да, он сделан за счет регионального бюджета. Делался с таким, так сказать, небольшой предысторией. Длительно менялись несколько заказчиков. Получается, мы находимся сейчас вот здесь. Да, здесь вертолетная площадка, предполагаем, здесь emergency, а вот здесь у нас проспект Салавата. И в этом проекте тоже у нас есть проект, который делал город, прямая дорога на Салават. Чтобы не ездить вот этими по городу. Скорая заезжает и тут же выезжает. Площадка у нас только идут изыскательские работы. То, что мы сейчас обсудили. Мы в сроках идем, нет? Пока в этом году мы планируем сделать 12. Две площадки у нас строители и отменили, то, что в Нефтекамске и в Октябрьском есть рядом бывшие аэропорта, аэродромы. То есть нецелесообразно делать новую площадку. Целесообразно будет просто привести в порядок существующий там участок, который будет использоваться. Остальные у нас запланированы. Территория 12,8 гектаров, большая, поэтому, ну, конечно, много деревьев, но на каждое вырубленное 3 дерева точно посадим. Вот есть и А когда патанатомия. это сделать? Это мы планируем В 2020 году федеральный проект там рассматривается. В том числе. На площадке мы делаем за наш бюджет. Тогда мы входим в программу, и нам тогда по лизингу дадут вертолеты. Ладно, хорошо. До 300 в день поступает пациентов, их половина госпитализируется. Скорую помощь подъезжают один за другим. Поэтому emergency, конечно. Вот это у нас главный вход, скорая вот сюда подъезжает. То есть подъезд может Так и было всегда, да? Она подальше. А это никак не может. Сделали регистратуру, тоже вариант такой регистратуры по технологии бережливого производства. Координатор и условно. Здесь маленькая зеленая зона. Но она должна быть раз в 10-15 больше. Чтобы они могли комфортно сидеть. Сидеть, телевизор смотреть, Выпить воды, посмотреть. кофе попить. Вот должна быть большая зона, как вот в аэропорту. Да. И отсюда уже Допустим, пациент. приехал с пациентом на какое-то исследование, родственники, либо друзья, сопровождающие, спокойно здесь находятся. Здесь у нас в основном терапевтические пациенты, обследование, экстренная лаборатория, ЭКГ. Такое формальное разделение: терапия, хирургия. Это сразу здесь всегда и какие-то манипуляции надо сделать. Ну, Вот это мы здесь попытались сделать желтую зону. Вот здесь зайдем. Это вот желтая зона. Нет, не желтая. Вот сюда сейчас. Желтая зона. Желтая это вот это. Желтая это когда пациенты уже не будут ходить. Там из-за боли, да. Мы их укладываем на кушеточки. Здесь проводят обследование, здесь смотровая проктолога. Здесь врач, да. И вот здесь вот, в принципе, Ради Фаридович, здравствуйте. Здесь вот здесь, вот сюда, да. Может быть, такие вот формальные разделения. Должно быть так, но их должно быть много. Должны быть 30. Не хватает, да? У нас больше просто не хватает. Вот у нас должно появиться такое в республике. Вот. И они должны, вот здесь лежит пациент, а к нему подходят специалисты, подъехал УЗИ. То есть не он сам ходит, а вот они как раз здесь получают. Если надо, кислород подключили. Ну, это такая желтая зона. Красная зона – это у нас практически реанимация. А красная зона это уже... Это у нас это там, где больные в шоке, которые в тяжелом состоянии требуют необходимо сразу оказания реанимации. Интубация, переливание крови. Еще кроме этого есть Операционная терапевтическая. здесь, да? Здесь шоковая Здесь шоковая. Мы сейчас это Да, покажем вам. пациентов, которые нет возможности колес. поднять в обычную операционную. То есть быстро надо. Здесь даже его не раздевая, сразу помещают в
палату, можно сказать, сразу одежду разрезают, ставят на скамью, полностью Операционный стол, операционный. наркозный аппарат, эндоскопический И стол. вся бригада приходит непосредственно сразу сюда. Это анестезиолог, реаниматолог, операционная сестра, хирург. Нам звонит скорая помощь, мы уже знаем, что такой больной поступает. Все уже бригады там, кровь туда, все группы крови, какая понадобится. И пациент сразу оказывается помощь. К сожалению, такие поступают. С этажей падают, тяжелые, да. Это поступают обычные пациенты, которые не требуют реанимации. То есть у нас 3 потока пациента. Зеленый поток. Она же в круглосуточном режиме у вас Да, работает, да, вся больница. Вот мы были, люди стояли, Это те, которые приехали за помощью, либо пришли самостоятельно. Обращаются сами, обращаются по направлению, приезжают на собственном транспорте. Сюда направляют, допустим, если Ну, если сложно, то случай еще есть. Все шокируются. Одна такая у вас, да? Шоковая, да. Ну, 2 стола стоят. 2 стола. закатывают тогда на каталке, либо пациентов транспортируют сразу в такие случаи. Через... Бывает, что вы не справляетесь по Ну, количеству. такого не было. Ну, можно, у нас пятиэтажный блок операционных, 23 операционных, можно и там разбирать. Если будет такая ситуация, то То есть тут у нас есть экстренные. Где мы с Скорая вами помощь ходили. туда приезжает, карета сбросила и уезжает. она сюда ее поставила, и здесь уже по лифту на каталке. Все, на этом их заканчивается работа. да? Работа скорой Скорая, помощи, да, именно бригада. передают под заместителя по хирургии. И вот здесь вот у нас хирургическая реанимация. И как раз вот смысл умного приемного отделения – это распределить пациентов по скорости оказания помощи. Зеленый поток, кто ходит своими ногами, может сам дойти до кабинета к специалистам. Желтый поток, которые не могут сами ходить, их надо на каталочке привести всех специалистов сюда. И красный, который вот с колес. И все должно быть в одном месте. Поэтому Не для так вот идеи вот здесь. именно концентрации и техники, и специалистов максимально в одном месте, это более эффективная работа самого оборудования. И самое главное, это качество, доступность, своевременность оказания медицинской помощи для пациента. Радик Фрич, вы с какой целью здесь? Мы рассматриваем вопрос по организации скорой медицинской помощи в республике. Вот здесь вот как раз один из примеров того, как это должно быть и как это будет. То есть разводятся потоки. Да. Тяжелые, не тяжелые. Во-первых, просто создать нормальные комфортные условия для и врачей, и для пациентов, которые приходят, для больных. Это же все-таки чрезвычайная помощь. Ну, выводы пока рано делать. Продолжаем. Сколько человеку, если человеку сколько ждать? Ну, у нас в течение часа. Нет, я имею в Они виду, с вот, колес. уфимец, ему, значит, дали Плановое? показания, да. Сколько ждать, чтобы он попал? Ну, ожидания нет, Михайлович. Мы есть сейчас имеем сразу. возможность. Скорая Да. помощь здесь по показаниям. Есть экстренные в течение часа, есть отсроченные, 2-3, 2-3 суток. Если попали в другую больницу, мы к себе забираем. А плановые такие И не бывают? плановые, ну, после проведенного лечения они через 10 дней к нам поступают. Идет работа, то есть ведем катетер, вводится контрастное вещество, оцениваем, то есть живой, сонная артерия. Мы с вами сейчас, Попали в отделение, где да, реанимация. реанимацию. Мы в саму реанимацию не зайдем и пациентов не побеспокоим. Да, конечно. Пациенты с инфарктами или после операции, или готовятся на операцию. Сюда подойдем. В настоящий момент мы здесь 12 пациентов. Вчера, как раз оказали медицинскую помощь. Добрый день, Олег Федорович. Директор государственного автономного учреждения Центр повышения квалификации. Наша организация является учреждением дополнительного образования, республиканское, подчинение Минздрава, единственное такое, и одно из самых крупнейших в Российской Федерации. Мы в год обучаем более 13 тысяч слушателей, проходят подготовку и переподготовку. Причем это не только жители республики, это от Якутии до Калининграда. Это благодаря тому, что мы внедряем активное электронное обучение, дистанционные технологии. В учебных учреждениях и центрах квалификации переходим на современные методы обучения, симуляторы. То есть
студент, это повышает квалификацию, максимально приближен к, так сказать, 8 колледжей. это директор Уфимского колледжа медицинского, манекены, которые позволяют в реальном, так сказать, практически масштабе времени подготовить специалиста, научить его инвазивным манипуляциям, чтобы он не боялся пациента и оказывал качественную помощь. Робот. 6 вариантов. Подается сигналы, переломы, кровотечения. Здесь полное оснащение для фельдшера на времени сумки. Это вот переносной акушерский, вместе такая специальная люлька для транспортировки. Дальше идет сердечно-легочная реанимация. Это тоже наш Федя. Он дышит, работает. Все как положено в этом плане. 6 тысяч студентов по 8 колледжам. В нашем колледже 1800, 7 специальностей. Получается, у нас ровно половина бюджетников. Куда идут они? На данный момент как такового свободного распределения нет. Мы сейчас работаем над вашим поручением. Вот 24 фельдшера выходят. Из них 15 уже, в принципе, по большому счету, скорой помощи. Здесь какая ситуация? Заключили трехсторонний договор между лечебным учреждением, будущим фельдшером скорой помощи и подстанцией. То обучение, которое есть, подстанция компенсирует при выходе на Но работу. они в профессию идут, нет? Идут. По крайней мере, наши вообще медицинские колледжи республики определяется 80% трудоустройства. Они потом в высшее учебное заведение, в медуниверситет Как раз идут. большое вам огромное спасибо от студентов. Вчера только я разговаривал, мы работаем над этим. Они очень поднялись и горды тем, что на них обратили внимание. 15 человек ежегодно поступает по социальной сфере. Это слепые, вернее, инвалиды по зрению. И 10 человек поступает глухонемые инвалиды Они кем? на лабораторный. Массаж, да? Массаж. Да? Вот это по Брайлю. Это вот слуховой. Это точечный массаж. Это вот специальные лупы у нас на каждого студента увеличивает. Это вот съемные органы. Добрый день, уважаемые коллеги. Традиционно по четвергам у нас здравчас. Мы продолжаем эту работу. Сегодня вот решили провести нашу встречу на базе 21-й больницы. Мы сделали сейчас, посмотрели, как должна быть организована служба скорой помощи. У нас сегодня, собственно, в повестке мы хотим с вами внимательно рассмотреть, что нужно нам сделать для того, чтобы скорая медицинская помощь отвечала современным требованиям, была эффективной, быстрой, компетентной. Поэтому у нас в повестке дня по скорой помощи. Я предлагаю начать нашу работу. Первое, традиционно рассмотрение обращения граждан по актуальным вопросам здравоохранения. Прочаковская Елена Анатольевна, пожалуйста. Уважаемый Раиль Фаридович, уважаемые участники совещания, добрый день. Должна отметить, что по отношению к стартовому периоду наших докладов на столь уважаемых совещаниях количество обращений по теме здравоохранения значительно снизилось. Если у нас еще в октябре и в ноябре здравоохранение было темой номер 1, то сейчас здравоохранение занимает 4-5 позицию по рейтингу. Ну а если интересно, то дороги пока больше всего волнуют жителей нашей республики. Но тот комплекс мер, который, собственно говоря, всем предпринимается и привел к таким хорошим, я считаю, результатам. Однако есть еще у нас предмет разговора. Село Верхние Киги. Просят разобраться жители этого села. На фотографии это очистные, которых нету, и все отходы стекаются вот так вот. И нет системы очистных сооружений во всем селе. Это касается не только больницы. Ну вот сейчас проектно-сметная документация на рассмотрение Минздраве. Нужно 2 миллиона на смету, но это в комплексе не решит проблему. Если мы решим проблему только больницы, мы не решим проблему всего села. Максим Васильевич, вы там, когда будете, разберитесь, мне скажите, ладно? Вопрос мы начали прорабатывать с Министерством коммунального хозяйства. Но вы мне на следующем доложите, вот что вы вместе, Михайлович, вместе доложите на следующем мне, что вы ждете, какие решения, пожалуйста, дальше. Давлекановский район, детская поликлиника, нет гардероба, нет столиков для пеленания, негде не покормить ребенка, если его нужно переодеть, его негде переодеть, не поменять памперс. На следующий год запланировано
реконструкция и реорганизация в некоторой степени, но пока вот вопрос не решен. В марте на терапевтический корпус выделили деньги, туда переедет детская поликлиника, а осенью уже предпринимаются радикальные меры будут. Жители также обращаются к врачам с благодарностями, мы должны это отметить. Этой женщине, которая долгое время лежала, почему-то так, она выпала из поля зрения врачей, они считали, что они брошены, но теперь, в общем-то, обратили пристальное в рамках закона внимание на эту больную. И вот пример. Девушка сказала, муж впервые за много лет улыбнулась, и это важно, ради этого стоит работать и нам, и вам. Доклад закончен. Мы фиксируем, количество жалоб уменьшается? Уменьшается. Количество жалоб уменьшается. Это вот наше небольшое достижение, которое надо держать. Тем не менее, мы договорились, есть сложные вещи, построить новую больницу, купить тяжелое оборудование, еще что-то. Я вот обращаясь к врачам, говорю, республика, наше правительство сделает все возможное, и чтобы создать вам комфортные, качественные условия для работы. С вашей стороны очень профессиональный подход и человеческое отношение. Хорошо, с этим вопросом все. Лена Анатольевна, спасибо большое. Давайте у нас вопрос такой об организации скорой медицинской помощи и перспективах ее развития в Республике Башкортостан. Поэтому я предлагаю вот сейчас рассмотреть, чем мы можем помочь нашим врачам скорой помощи. Значит, у нас скорая помощь что здесь представляет? Да. Республиканская станция, главный врач. Давайте по порядку. Я специально сегодня коллег пригласил. Итак, первый вопрос, который задавали мне фельдшера и врачи, что можно сделать для того, чтобы как-то повысить их безопасность во время выезда? За что вы обращаетесь, пожалуйста. Спасибо. Значит, есть примеры, когда мы в части безопасности попадаем в ситуации, когда врачи заходят в темные подъезды. Два таких пожелания в адрес Министерства внутренних дел. При угрозах безопасности сотрудникам скорой помощи реагирование специалистов другого ведомства в приоритетном порядке. Поэтому, если такое согласие будет, мы проработаем вариант алгоритма. Мы хотели бы, чтобы наш вызов был в приоритете. Я не требую сейчас ответов, просто вот я хотел, чтобы вы выслушали. Сможем мы это сделать? Есть письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации. В ряде регионов разработаны регламенты действий сотрудников скорой помощи. Поэтому при таких ситуациях сотрудники скорой помощи взаимодействуют с диспетчерами со своими, и те автоматически могут звонить в дежурную часть. Давайте мы проще поступим. Вот смотрите, вот задача поставлена, вам тоже поставлена задача. Берем месяц, и в течение месяца, Максим Васильевич, вы мне доложите просто, вот какой регламент примет, как это происходит. Все, садитесь, пожалуйста, спасибо. Следующее дальше, что у нас? Вы ответили уже, Рафик Федорович, мы знаем, что есть программа ремонта подъездов и так далее. То есть хотелось бы еще раз обратиться и к другим территориям, другим городам в основном, где отсутствует нумерация улиц, не видно нумерации домов, то есть это осложняет быстрый приезд бригады на вызова. Значит, по адресам, Михаил Ильич, пожалуйста. Мы сегодня подготовим обращение к главам муниципальных образований. Мы срок коллегам, наверное, поставим 1 месяц, чтобы сделать всю инвентаризацию, потому что у нас 18 тысяч многоквартирных домов на территории республики. Ну, вообще, здесь я бы еще хотел отметить, что у нас нет единого какого-то стиля, и это, собственно, нарушает еще и архитектурный облик. Наверное, к этому нам надо тоже приходить. Значит, тут такая большая комплексная проблема. Тут и дороги плохие, и подъезды неосвещенные, и, значит, улицы неосвещенные. Это такая большая программа, которой мы занимаемся. Поэтому мы принимаем за эту часть, подумаем о едином действительном подходе. То есть в этой части какой-то толчок, безусловно, пойдет. Но эта история решаемая не сегодня, не завтра. Она займет определенное время. Следующий, да, можно? Да. Хотелось бы обратиться с просьбой, можно ли приоритетность вызова на разбор дорожно-транспортного происшествия, где порой находится и больной, но больного мы стараемся эвакуировать бригады, которые выезжают навстречу. Но там остается еще бригада в ожидании разбора случая ДТП. Поэтому вот упростить процедуру разбора ДТП с участием машин скорой помощи. И второй момент по ГИБДД я сразу же попрошу. У нас, к сожалению, федеральное законодательство не освобождает водителя скорой помощи при нарушении правил дорожного движения. Мы получаем постановление о штрафах так же, как обычные водители
Я могу привести примеры, когда только за один вызов водитель при госпитализации тяжело пострадавшего в стационар получает 10 штрафов. Просьба подойти с особым алгоритмом. Давайте, первое. Если водитель скорой помощи нарушает закон, он должен, тут все одинаковые. Но если, насколько я понимаю, у вас есть режимы, когда вы можете нарушать, да, вы включаете проблесковый маячок, это другая история. Поэтому вы разберитесь в этом, коллеги, посмотрите, пожалуйста. Теперь по поводу быстрого оформления, это действительно выбивает несколько карет скорой помощи у нас, и город остается пустым. Давайте мы тоже сделаем, возьмете месяц срока, вместе с коллегами со скорой помощи сядьте, подумайте, какой регламент. Есть какой-то комментарий у вас? Все, спасибо. Ну и завершая, я вновь, мы сегодня, поскольку работников станции скорой помощи рассматриваем, вообще службы скорой, я в лице вас хочу поблагодарить врачей, фельдшеров наших, водителей. Спасибо большое за ваш труд, он очень нужный и очень-очень важен. Спасибо большое. Спасибо. Так, у нас следующий вопрос о динамике кадрового дефицита медицинских работников. Уважаемый Владимир Фаридович, уважаемые коллеги, по состоянию на 31 декабря 2018 года дефицит кадров составлял в республике 1150 это врачей и 937 средних медицинских работников. За первый квартал 2019 года в лечебные учреждения республики прибыло 787 врачей и 1426 средних медицинских работников. По динамике, которую мы оценили за предшествующие 3 года, это идет увеличение от 1,5 до 1,7 раз. Нами разработан комплекс мер, который будет именно воздействовать на каждого потенциального выпускника. Главный врач встречается дополнительно еще повторно, и договоримся мы идем в диалоге активно с муниципалитетом, чтобы они показали, где будет работать и где будет жить будущий наш врач, именно в сельской местности и в муниципалитете. Значит, я правильно понимаю, еще раз первый слайд, что у нас мы остановили динамику падения, так? Совершенно верно. И более того, у нас даже пошло увеличение. Совершенно. Впервые, если мы проанализировали 3 года, 17, 18, 19 год, и с учетом так называемого нашего межсезонья, если его взять в кавычках, у нас в отрасль прибыло положительный баланс 185 это врачей и 216 средних медицинских работников. А какая в целом потребность вообще? 100% не бывает пока? На 31 декабря 2018 года не хватало 1150 врачей и 927 средних медицинских работников. То есть, скажем так, примерно плюс-минус 10% мы задачу сдвинули. Мы пока сдвинули, да, теперь наша задача именно удержать этих специалистов. Очень здорово, что мы остановили эту негативную тенденцию, и она пошла вверх. И я надеюсь, что мы на этом не остановимся. И каждый квартал, я как и просил глав администрации, главных врачей, каждый квартал мы эту динамику будем потихонечку поднимать. Теперь по нашему инструментарию, Ленар Хакимовна, у меня просьба, вы сами соберитесь, пожалуйста, у себя, подумайте и выйдите ко мне с предложением, что еще вам нужно. Понятно, очень рачительно относитесь к нашим возможностям финансовым, но тем не менее, это очень-очень важная задача. Я вновь напоминаю, как страшный сон, я надеюсь, мы больше не будем вспоминать, когда мамочки в Салавате дрались из-за талончика, чтобы своему ребенку попасть там, сдать анализ. Для вас, Максим Васильевич, ключевая, самая важная задача, которую только можно придумать. Антон Николаевич, а у студентов как появились какие-то мотивации у нас все-таки идти по профессии и оставаться в республике? Что происходит у вас там в среде студенческой? Проведено распределение студентов 6-го курса лечебное дело, педиатрия, фармация и все остальные. Около 1200 человек всего, 900 человек это диплом врача. На сегодняшний день 20% идут в первичное звено, распределены, 20% другие направления и 59% для продолжения учебы в ординатуре.
Помощь какая-то нужна? Здесь помощь нужна в чем? У нас многие главы нашли деньги, которые оплатить именно ординатуру. Она у нас стоит порядка 70-80 тысяч рублей в год. У них эти деньги есть, но нет юридического механизма, как им это все это провести. Прорабатываем сейчас вопрос договора, как это все это закрепить. Вот одна из сейчас пока таких болезней. Я думаю, всегда можно найти решение, там, пусть наши юристы подключатся. Уважаемые коллеги, тогда у нас повестка исчерпана. Я в таком, честно признаюсь, в хорошем настроении в части второго вопроса ухожу, потому что это реально катастрофическая проблема. Мы с главами субъектов все общаемся постоянно, и вот у всех у нас одна забота, как врачей привлечь. Вот такое движение, которое дали, это очень-очень показательно, что мы правильно идем. За это вам большое спасибо. Уважаемые коллеги, спасибо вам большое, хорошего дня, до свидания. Как здравчас? Хорошо. Значит, мы подвели итоги по первому кварталу по привлечению врачей в учреждения. И я, честно признаюсь, очень переживал, насколько мы правильно в этом направлении работаем. Но вот показали, что правильно. 10%? 10%, даже больше мы увеличили. А это ведь отражается именно на наших пациентах, на наших жителях. Потому что очень много жалоб у них всегда было, что не хватает врачей. Но вот первый квартал 10%. Значит, есть куда. То есть, самое главное, я понял, что если мы комплексно, системно и очень энергично будем этим заниматься, то у нас все получится. Все получится. Спасибо.